Судьба Абхазской архивной службы уникальна и драматична. Центральный государственный архив Абхазской АССР был создан в 1929 году. За многие годы функционирования специалисты смогли собрать и систематизировать значительное количество ценных документов касательно территории, не ограниченной пределами современного абхазского государства. Материал, хранившийся в здании Абхазского архива, и сегодня не теряя своей значимости с исторической точки зрения. Во время Отечественной войны народа Абхазии грузинские гвардейцы дотла сожгли Абхазский государственный архив и Абхазский институт гуманитарных исследований, перечеркнув в одно мгновение многолетний труд историков. В пепел были превращены ценнейшие материалы, связанные с тысячелетней историей абхазского народа. Потеряны навсегда миллионы страниц уникальных, не имеющих дубликатов историко-информационных документов, относящихся к 1810-1980 годам. Эти документы охватывали все стороны жизни Абхазии. В архиве были сосредоточены уникальные материалы, касающиеся не только Абхазии, но и Северного Кавказа, самой Грузии, России, Турции. Геноцид науки. Именно так и никак иначе не назвать события, произошедшие 22 октября 1992 года. До войны было огромное количество, более 136 тысяч фондов, единиц хранения. Было много очень фондов личного происхождения, которые владетельные князи Абхазии, личные фонды и Нестора Лакоба, и Ефрема Эшба и так далее. К сожалению, это все безвозвратно сгорело. До Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы хранились не только на бумажных носителях. Создавались микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках в нетронутых огнем зданиях рядом с архивом. Но мы очень долгое время не могли расшифровать, прочитать эти пленки, потому что, во-первых, не было соответствующего оборудования, как вы сами понимаете, не было специалистов, реставраторов, которые бы этими занимались. Но мы знали, что мы их не трогали, потому что их трогать тоже нельзя, там чистить, потому что они могут испортиться, рассыпаться. Многие из них со временем тоже начали портиться. И спустя уже какое-то время в рамках женевских дискуссий, тогда был Вячеслав Чирикба, министр иностранных дел, и он этот вопрос поставил. Вот сожгли архив, давайте помогите восстановить и так далее. И добились тогда того, чтобы приехали специалисты из Чехии, в Чехии одни из лучших реставраторов, и они нам помогли очень сильно в этом плане. Обучили наших, мы взяли студентов с Абхазского университета, отправили их на обучение, они их обучали. И очень они в этом помогли. Работникам Госархива удалось расшифровать материалы, хранимые на пленках, а уже затем их отсканировать. Восстановленные фотоленты хранятся в специальных коробках и в отдельной комнате, где поддерживается необходимый температурный режим. В настоящее время около 1500 единиц хранения уже отреставрировано. Сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. В нем до 50 тысяч единиц хранения по социальному и историческому направлению. Кроме того, в архивном управлении республики хранятся ценные бумаги, которым более 100 лет. В основном это книги, которые велись в приходах Абхазии. На сегодняшний день хранятся документы самые древние, это второй половины, конца 19 века. Это в основном метрические книги, которые велись в церквях, где записи населения и так далее. Если человек хочет восстановить свою родословную, и так далее, вот эти вот метрические книги. Это вот у нас на сегодняшний день наиболее, наверное, древние документы из тех, кто образовывались на территории Абхазии, собственно. По словам начальника Государственного архивного управления Романа Гвинджи, есть необходимость усиления системы защиты архивов. В здании предусмотрена порошковая система пожаротушения, но срок ее эксплуатации истек и необходима замена. Может и проводка сгореть, всякое может быть. Вначале, накрывается вот этим порошком, а потом уже вода, порошок, чтобы сохранил. Но это тоже уже появились более современные, газом. Порошок это тоже, понимаете, они сохраняет, но потом вот эта очистка, и это, она занимает, во-первых, очень долгое время, и, во-вторых, не все сохраняется все равно. А вот газовая система, она лучше. Мы вот уже в следующем году, наверное, хотим обратиться в правительство, чтобы нам тем более, что эти системы, вот это порошковые, они уже, они в 2014 их установили,
5 лет там. То есть по стандарту Их срок тоже уже вышел. Нужно уже их менять или делать новые вот эти газовые. На сегодняшний день в архивном управлении республики около 20 сотрудников. Однако наблюдается острая нехватка специалистов, особенно в области информационных технологий. По словам начальника архивного управления, молодые специалисты не хотят сюда идти из-за небольшого оклада. Но и несмотря на все сложности, сотрудники Госархива продолжают работу по сохранению, а также восстановлению потерянных исторических документов. Аля Катрапшара, Мукамки, Абхазское телевидение.